Во все времена, во всех вооруженных конфликтах Якутия славилась своими снайперами. Имена Федора Охлопкова и Ивана Кульбертинова навечно вписаны в историю России золотыми буквами. И сегодня на полях сражений специальной военной операции специальность снайпера очень востребована. И, конечно же, в рядах добровольческого отряда «Барс-2» «Ботур» есть свои мастера твердой руки и меткого глаза. И именно о них сегодня и пойдет речь. Боец с позывным «Колыма» снайперские навыки приобрел, когда еще в 90-х работал охотником-промысловиком. Когда пришло время идти на срочную службу, судьба была предопределена. Колыма попал в снайперскую роту. Прошел вторую чеченскую кампанию и с начала специальной военной операции прибыл в зону боевых действий. На СВО сейчас, цели те же, наиболее важные цели. Вот. Как они были, так и остались, получается. И сейчас и работаем по дронам тоже. Я не считал, так-то говорю, уже давно. С 22-го года уже сбитых дронов уже не счесть. Не с 22-го года, тогда еще поменьше были дроны. Вот последнее время. Я сейчас навскидку скажу. Раз, два, три больших Баба-Яги и 3 крыла тоже. За время СВО война кардинально поменялась. Изменилась тактика боя, но неизменным остались главные снайперские правила. Снайпер должен хорошо стрелять, хорошо маскироваться и долго и хорошо терпеть, ждать. Вот 3 этих главных качества. Хорошо стреляешь, хорошо маскируешься, но умеешь терпеть, ждать, то ты не снайпер. Вот так. Вот эти 3 качества, они обязательно должны присутствовать. И хладнокровие, спокойствие должно быть. Никогда не торопиться, не паниковать. Постоянно в тонусе держать тебя. Во все времена снайперы были элитой вооруженных сил, и, подписывая контракт, многие якутяне стремятся попасть именно в снайперские подразделения. Берут далеко не всех, но если опытный снайпер разглядит в молодом коллеге потенциал, то за короткое время обучит его всем тонкостям снайперского ремесла. Желающих очень много. Я понимаю, сам хотел еще тогда. Еще по фильмам, снайпер, крутые пацаны, Но это не каждому дано. Хотят все, но не каждый становится. Хотеть мало. Бойцу с позывным «Хату» повезло. Его желание служить в снайперской роте исполнилось. Потенциал разглядели и зачислили в снайперы. Да, желание большое было еще до приезда сюда. В учебке занимался, старался на снайперское дело особо приложить навыки какие-то получить. Был до этого в других подразделениях был. В пехоте и БПЛАшником. И вот сюда перевелся. Опытные бойцы, они время от времени так часто даже, можно сказать, учат новое поколение, как правильно подходить к цели, пути отхода, заранее подготавливать всем навыкам стрельбы. Дают много дельных советов. Первоходы со старослужащими работаем. Боец с позывным «Якут» с оружием на «ты» с 4 лет. Отец, кадровый охотник, дал выстрелить из боевого СКС. И с тех пор тяга к оружию только усиливалась. Были и воздушки, и гладкоствольные ружья, и нарезное оружие. Эти навыки, полученные в гражданской жизни, сильно пригодились на фронте. Владеть нужной техникой стрельбы, получается, не только пулевой, но и техникой стрельбы из гладкоствольного оружия. То есть, получается, здесь сейчас на СВО нету такого, чтобы я чисто пулевик, я как стреляю вот так вот. Потому что, смешивать нужно обе техники. То есть, получается, ключевая разница в том, что ты, как ты работаешь глазами. Если ты стреляешь, получается, из ружья, то смотришь на движущуюся цель и, соответственно, нижней периферии наводишь ствол. При пулевой стрельбе наоборот. Получается, основным сектором стрельбы ты наводишься, получается, на прицельном приспособлении, то есть на мушку и на планку, и, соответственно, чуть-чуть мутновато видишь цель. И потихонечку там уже идет обработка спуска. Соответственно, к этому приходишь, получается, конечно, с опытом. Якут – член родовой общины, работал кадровым охотником. В 22 году был мобилизован его отец.
В марте 23 года отец погиб при штурме Угледара, но по сводкам Министерства обороны числился пропавшим без вести. Сердце сына подсказывало, что отца нет в живых, и тогда якут вместе с волонтерами отправился на поиски останков. Много времени провел в Донецкой Народной Республике, проехался по местам самых ожесточенных боев. И в этих поездках пришло осознание, что необходимо и самому внести вклад в общее дело специальной военной операции. Позвонили друзья из высшего ЧВК Вагнера, они к тому моменту уже контракты позаканчивали, сказали: приезжай к нам, мы, говорит, на Угледарском направлении, как раз возле Угледара. Если, говорит, отца не найдешь, как говорится, хоть воздашь должное, как говорится. Я долго не думаю, сел в поезд на Ростов. Так вот впервые оказался на СВО в составе, получается, отдельного разведывательно-штурмового отряда «Львы», ЧВК «Редут». Вот. Первый контракт я там отработал. Был, получается, сначала в составе расчета ПТУРа. По необходимости пришлось уже брать, получается, и СВД, потом АСВК я взял, получается. Все, настроил. Тогда у меня еще не было работы, опыта работы с таким крупным калибром, как 12,7 на 108. То есть я никогда не работал на такие дальние дистанции, свыше километра. А потом, потихонечку понял, что дистанции свыше километра, это, в принципе, все реально. Во время первого контракта якут продолжал поиски отца, отправлял запросы, держал связь с волонтерами. И в 25 году получил уведомление от Минобороны о том, что останки отца нашли. Осенью 25-го, получается, я похоронил отца. И, как сказать, останки похоронил я, то, что от него осталось. И, соответственно, я не удержался, не усидел, но все равно боль утраты, она просто так не проходит, и меня это сподвигло, получается, уже заключить, получается, контракт с отрядом Барс-2, потому что он местный, наш, якутский. Сменил профиль, получается, работы, та же стрельба, только уже, получается, идет работа по беспилотным летательным аппаратам. То есть тут своя специфика, получается, оружие чуть-чуть другое должно быть, свои дистанции. И в целом, получается, работа, она такая, не вполне безопасная. Сегодня вот солнышко светит, сегодня у нас будет бессонная ночь. Потому что, сегодня полетит ночью. Все, что может летать, оно полетит. Особый интерес для снайпера представляют большие гексы и квадрокоптеры, старая и ведьма. В работе с ними одно неправильное движение или неверное решение превращает снайпера из охотника в добычу. Якут не раз сталкивался с этим видом дронов, но первую подбитую Бабу-Ягу помнит, как будто это было вчера. Все происходит, все нехорошее происходит спонтанно, буднично, и в тот момент, когда ты не ждешь. Просто, получается, по рации передали о том, что вот в нашем секторе ответственности появился беспилотный, летательный аппарат оппонента. Я, шум слушал, приоткрываю дверку, получается, и она уже на меня залетает. Я подумал, что уже все. Сейчас я буду 200 или 300 в этот момент, потому что, на меня я вышел из-за укрытия, получается, осмотреться. Слава богу, как говорится, повезло, то, что она либо уже отработала, либо не посчитала меня, достойной целью, и пролетела, надо мной. И, соответственно, я ее сигнатуру уловил, получается, как смог, так и вот с автомата, получается, навтыкал. Рад, что жив остался, и все. Что еще? На тот момент. И появилась возможность отработать. А так, все остальное уже это лирика. В составе пехотных рот снайпер тоже не редкость. Защищает позиции от угроз с неба. Боец с позывным «Север», заключив второй контракт, изъявил желание служить снайпером и охотиться на все, что прилетает со стороны противника. Баба-Яга, вампиры и ведьмы эти, это оружие страшное. Работают в основном по ночам. Хорошо оснащены технически. И сейчас в данный момент они имеют большую скорость и хорошо работают. Нужно признать, что работают они хорошо. И чтобы противостоять, нам тоже нужно не стоять на месте, всегда развиваться, находить новые, моменты с ними борьбы. К этому мы стремимся, конечно. У нас, скорее всего, получается. И враг все равно, скажем,
можно ему противостоять, и можно его убить. Нет, так такие хитрости раскрывать я не буду. Но в основном какие хитрости? Маскировка, конечно. Маскировка. Смена позиций. На одной позиции работать нельзя никогда. И, конечно, чем больше позиций, тем лучше. Каждый день с наступлением темноты якутские снайперы выходят на позиции, чтобы огнем встречать пролетающие дроны камикадзе, старухи и ведьмы. Один точный выстрел якутского снайпера — это несколько спасенных жизней, в том числе и в глубоком тылу, куда сейчас так стремятся вражеские беспилотники.